Благодарю за такую приятную атмосферу, которую вы сегодня создали. Приятно выступать в новом обновленном зале. Мы бы хотели начать свой доклад с статистики и уже в ходе этой статистики рассказать о том, чего нам удалось достигнуть за этот год. В 2023 году за отчетный период с 1 мая по 31 декабря в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 67 обращений. По данным обращениям сотрудниками аппарата проведено более 100 консультаций с заявителями. Также были проведены проверочные мероприятия в рамках полномочий, предусмотренных законом об уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия, по результатам которых даны разъяснения и консультации относительно средств, которые могут быть использованы для защиты прав и свобод, либо обращения, направленные в государственные органы, в компетенции которых относится разрешение обращений по существу. По обращениям в граждан в адрес органов прокуратуры, МВД и других государственных и муниципальных органов направлено 85 ходатайств о проведении проверок и принятии мер реагирования, о предоставлении сведений и материалов, необходимых для рассмотрения в жалоб. В частности, в адрес органов прокуратуры было направлено 22 запроса, из которых 6 повторных, в МВД 17 запросов, в судебные органы 5, из которых 1 повторный, в органы исполнительной власти 24 запроса, из которых 6 повторных, в иные государственные органы 17, из них 3 повторных. Как и в предыдущие годы, основную часть обращений на нарушение прав составляет категория гражданских прав. Их доля составляет 51 обращение из 67. На нарушение социальных прав поступило 14 обращений, по политическим и экологическим нарушениям поступило по 1 забросу. Актуальность на 2023 год сохранилась в сфере жилищных прав. За прошедший год поступило немало повторных обращений по поводу очередей на получение жилья. Ситуация в этой сфере, к сожалению, не меняется. Государство не обладает свободным жилищным фондом и не ведет новое жилищное строительство, в связи с чем в настоящее время обеспечить граждан, нуждающихся в жилплощади, не предоставляется возможным. Считаю нужным обратить внимание на данную проблематику и принять меры по разрешению данного вопроса при формировании республиканского бюджета. Несколько тем, которые хочется осветить поподробнее. Условия содержания в местах лишения свободы. Условия в местах лишения принудительного содержания носят преимущественно карательный характер. Безусловно, что лица, находящиеся под стражей за совершение противоправных деяний, в качестве наказания лишаются свободы. Но содержание в неблагоприятных условиях, сказывающееся на их физическом здоровье и психическом состоянии, не соответствует принципам гуманизма и уважения человеческого достоинства. Заключенные не могут быть лишены того, что влечет за собой лишение основных прав человека. К основным проблемам относятся отсутствие полноценного медицинского обслуживания, несоответствие санитарных норм требованиям чистоты и пристойности, проблемы с обеспечением централизованного питания, нехватка камер и койко-мест, организация досуга, устаревшие здания и многое другое. Отдельно стоит выделить и тяжелые условия труда сотрудников указанных мест. Содержание в таких условиях не служит достижению цели наказания, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. Попадая в такие условия, человек не может переосмыслить содеянное и в первую очередь пытается приспособиться, адаптироваться к таким условиям жизни, которые могут способствовать расчеловечиванию его личности, его дальнейшей маргинализации, озлоблению и усилению криминализации. Первостепенным считаем шаги по обеспечению нормального уровня медицинского обслуживания в таких местах, проведению в соответствии в нормах санитарных условий в них, а также обеспечению таких мест централизованным питанием. Кроме того, в Абхазии отсутствуют специализированные места отбывания лишения свободы для женщин и несовершеннолетних. В связи с этим данные категории заключенных содержатся в МВД Республики Абхазия в городе Сухум. Женщины находятся в камерах, расположенных на одном этаже с мужскими камерами. Подобное положение дел нарушает права указанных категорий осужденных, не способствует их исправлению, а также осложняет работу сотрудников МВД. Также следует обратить внимание на то, что СИЗО МВД Республики Абхазия в поселке Драндов все осужденные содержатся в одинаковых условиях, вне зависимости от тяжести совершенного преступления. В связи с законодательством предусмотрена система сокращения определенных судом сроков отбывания наказания с учетом режима содержания. Однако подобное положение дел не может в полном объеме обеспечить надлежащие условия отбывания наказания для всех осужденных. Решение комплекса всех имеющихся проблем в пенитенциарной системе Абхазии безусловно требует больших финансовых затрат и в первую очередь строительство отвечающих современным требованиям мест лишения свободы. Однако сегодня первостепенным считаем необходимость
обеспечение нормального уровня медицинского обслуживания в местах принудительного содержания, приведение их в санитарным нормам, а также обеспечению таких мест централизованным питанием. Далее. Ситуация с мигрантами, ожидающих очередь на получение визы в РФ. С начала 2023 года число иностранных граждан, обратившихся в посольство Российской Федерации в Абхазии за получением визы, возросло. В свою очередь, это спровоцировало образование многотысячной живой очереди, затруднившей работу посольства Российской Федерации в Абхазии. Ввиду невозможности получения визы в установленные сроки, иностранные граждане также оказались в затруднительном положении. С ноября месяца 2023 года в аппарат уполномоченного по правам человека поступило 9 обращений от иностранных граждан с просьбой поспособствовать ускорению процесса получения визы. В ходе приема стало известно о проблемах индивидуального характера, значительно осложнявших дальнейшее пребывание иностранных граждан на территории Республики Абхазия с целью получения визы Российской Федерации. Среди наиболее распространенных негативных факторов – затруднительное финансовое положение в связи с длительным пребыванием на территории Республики Абхазия, беременность третий триместр, заболевания, требующие стационарного лечения, учеба в высших образовательных учреждениях Российской Федерации. В рамках двустороннего сотрудничества с посольством Российской Федерации в Республике Абхазия уполномоченные принимались и обрабатывались заявления от иностранных граждан с целью выявления случаев, требовавших незамедлительного реагирования. Материалы по обработанным заявлениям с изложением критической ситуации заявителя направлялись в посольство Российской Федерации для дальнейшего получения визы вне очереди. Таким образом, из 9 заявителей 2 иностранных граждан получили визу Российской Федерации вне очереди с учетом их затруднительного положения. Актуальным остается проблема, и она у нас ежегодная в конце календарного года, случается с перерегистрацией пенсионеров, получающих российскую пенсию. Ежегодно клиентскими службами отделения Социального фонда России, расположенных в городах Республики Абхазия, проводится перерегистрация пенсионеров, получающих пенсию Российской Федерации. В связи с информацией, распространяющейся среди населения в пенсионном фонде, в клиентских службах образовывается очередь. Граждане полагают, что своевременно не прошедшие перерегистрацию пенсионеры выдача пенсии якобы будет приостановлена окончательно, что в корне не соответствует действительности. Пенсионеру, пришедшему перерегистрацию, выдается талон с указанием даты, когда ему необходимо вновь обратиться в клиентскую службу. Однако зачастую граждане под влиянием вышеупомянутой дезинформации обращаются в клиентские службы раньше срока, указанного в талоне. Сотрудники клиентских служб вынуждены осуществлять прием как граждан, у которых наступило время перерегистрации согласно талону, так и граждан, обратившихся вне раньше указанного срока. Такая тенденция ежегодно приводит к образованию огромных очередей, пагубно сказывающихся на самочувствии пенсионеров, а также затрудняющих работу клиентских служб. Важно отметить, что пенсионеру, вовремя не пришедшему перерегистрацию, выдача пенсии не приостанавливается окончательно. В порядке установленной очереди сотрудники клиентских служб также производят перерегистрацию лиц, которые своевременно не смогли пройти данную процедуру с перерасчетом денежных средств. Основная причина сложившейся ситуации – отсутствие грамотного информирования пенсионеров со стороны соответствующих органов. Также хотелось бы осветить тему, которая была у нас очень актуальна в конце и начале этого года. Это случай задержания граждан при пересечении границы ПСОВ. В ряде наших СМИ, социальных сетях стала распространяться информация о неких удержаниях граждан Абхазии на КПП ПСОВ на время большее, чем обычно занимает прохождение паспортного пограничного контроля. Прозвучал ряд заявлений о том, что при пересечении границы проходили неоправданные задержки граждан от 5 минут до нескольких часов, опросы, проводимые сотрудниками ФСБ в гражданской форме, а также некорректное, невежливое обращение со стороны правоохранителей. В связи с чем уполномоченный по правам человека направила обращение чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Абхазия, министру иностранных дел, председателю СГБ, в которых указала на данную информацию с просьбой о разъяснении ситуации. На сегодняшний день из 2 вышеупомянутых ведомств ответа так и не поступило. В рамках осуществления пограничного контроля сотрудники пограничной службы ФСБ Российской Федерации вправе задерживать и досматривать граждан, если есть основания подозревать их в нарушении режима государственной границы, режима в пунктах пропуска. Допросить граждан, если им известно о незаконном пересечении границы или любом другом нарушении в пункте пропуска. Однако в отношении граждан Республики Абхазия не имеют места вышеупомянутые обстоятельства, ввиду отсутствия оснований полагать о фактах нарушения режима государственной границы, а также не составления протокола допроса. Вероятно, так как ответа из ведомств не последовало и больше информации мы не обладаем, в отношении граждан Республики Абхазия проводился устный опрос,
в целях получения дополнительной информации или уточнения информации, полученной в ходе проверки документов. Обеспокоенность вызывает непонимание, как внутриполитическая ситуация в Абхазии и вопросы, не имеющие отношения к правилам пересечения государственной границы, могут стать предметом обсуждения, а информация, полученная в ходе беседы, может обеспечить безопасность и режим охраны государственной границы. Начиная свою работу в должности уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия, мною были обозначены среднесрочные и долгосрочные перспективы формирования и развития таких направлений, как взаимодействие с правозащитными институтами дружественных Абхазии стран. За короткий период мы подготовили и подписали меморандум о взаимодействии с уполномоченным по правам человека Российской Федерации и Республикой Венесуэла. Достигли договоренности о взаимодействии с омбудсменом Республики Никарагуа. Развиваем взаимодействие с юго-осетинскими и приднестровскими коллегами, а также многими региональными российскими уполномоченными. Помимо регулярного онлайн-общения с коллегами, приняли участие в 2 масштабных международных мероприятиях – Евразийском альянсе омбудсменов и Международной научно-практической конференции, в которых принимали участие омбудсмены и дипломаты из 47 стран. Подобная работа служит дальнейшему установлению пока еще молодого института омбудсмена Абхазии, посредством получения и внедрения опыта других стран, а также популяризации нашей страны в рамках мирового сообщества в целом. Информационно-просветительская деятельность. Мы демонстрируем открытость к диалогу со средствами массовой информации, ищем их поддержки и особо подчеркиваем роль СМИ и журналистов в правозащитной деятельности. На площадке, представленной Абхазским государственным университетом, в день принятия Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года мы провели первую международную научно-практическую конференцию, в которой помимо представителей депутатского корпуса Абхазии, Конституционного суда, абхазских ученых и студентов по видеоконференц-связи приняли участие коллеги из Приднестровско-Молдавской республики, Москвы, Ярославля, Южной Осетии. Мы планируем проводить данную конференцию ежегодно и расширять ее состав. Становление, усиление взаимодействия и диалога между исполнительной властью и гражданским обществом. Начать хочу с хорошего. Действительно, сегодня мы наблюдаем качественное развитие взаимодействия, проходящего в благоприятной, дружественной атмосфере с Народным собранием парламентом Республики Абхазия. В качестве одной из ярких иллюстраций такого взаимодействия можно выделить проведенную совместную работу депутатского корпуса, аппарата уполномоченного и паспортной службы МВД Республики Абхазия. В связи с систематическими обращениями жителей восточной части Абхазии с жалобами на правовые сложности и встречающиеся противоречия в толковании нормативно-правовых актов, уполномоченная обратилась к председателям правового комитета и комитета по национальной безопасности с просьбой рассмотреть действующий закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия с возможностью внесения поправок в части выдачи ВНЖ. Первый опыт совместной деятельности в рамках группы рабочей по разработке поправок по ВНЖ наглядно продемонстрировал важность и эффективность такого сотрудничества. Также следует отметить налаживание конструктивного сотрудничества с основными для нас контактируем правозащитной деятельности. Это с представителями Генеральной прокуратуры и МВД. Мы сейчас оперативно получаем достоверную информацию по ситуациям, на которые требуется реакция омбудсмена. Было несколько случаев, когда мы получали устные ответы раньше, чем направляли соответствующие письменные запросы. Беспрепятственно встречаемся с заключенными. По нашим обращениям незамедлительно проводится их дополнительное медицинское обследование. На мой взгляд, такое взаимодействие стало возможным благодаря в том числе и личным качествам руководителей, открыто обозначивших важность сотрудничества своих организаций с нами. Нам, естественно, хочется привнести элемент стабильности и снижения так называемого человеческого фактора в таком взаимодействии. На наш взгляд, такая стабильность возможна только в случае закрепления на законодательном уровне. Закон об уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия наделил омбудсмена широкими полномочиями. Но вся широта этих полномочий разбивается о необязательности реагировать на обращение уполномоченного и нежелание следовать рекомендациям. Пользуясь случаем, обращаюсь к правовому комитету совместно приступить к рассмотрению возможностей поправок к закону об уполномоченном. Подытоживая сегодняшнее выступление, хочу рассказать о планах на 2024 год. В краткосрочной перспективе аппарат уполномоченного по правам человека планирует организацию постоянного действующего дискуссионного клуба на базе аппарата уполномоченного. Площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем в сфере защиты прав человека с привлечением представителей органов власти, представителей гражданского общества, экспертов, представителей парламента. Считаю, что подобный формат взаимодействия участников поспособствует рассмотрению проблем с разных позиций, поиску новых решений и способов действия.
Мы возлагаем большие надежды на подобный формат взаимодействия и рассчитываем на поддержку депутатского корпуса. Особое внимание в этом году аппарат уполномоченного намерен обратить на проблему оказания психиатрической помощи гражданам. Эта тема является актуальной, и в 2024 году международным сообществом планируется придать особое звучание. В рамках этого вопроса аппаратом планируется проведение мониторинга Республиканской специализированной психиатрической больницы для ознакомления с режимом работы и осмотра условий нахождения пациентов. Остается нерешенным и вопрос отсутствия специального закона, который определял бы порядок оказания психиатрической помощи, что является серьезным пробелом в действующем законодательстве о здравоохранении и гарантии защиты прав человека в этой области. Отсутствие детского отделения, психоневрологического интерната не гарантирует реализацию необходимой медицинской помощи лицам, имеющих психическое расстройство. Относительно планов на более долгую перспективу мы продолжим работу по взаимодействию отношений и укреплению связи с дружественными нам странами с целью внедрения в нашу работу лучшего международного опыта в вопросах прав человека. Планируем в течение года посетить международные конференции и мероприятия, посвященные правам человека, наладить более тесные контакты с нашими коллегами из регионов Российской Федерации и других стран. Благодарю за внимание.